LTE, да? LTE, Да, я ему тогда сказал, говорю, у меня там зарядник с Алиэкспресса, говорю. Ты, говорю, посмотри. Не, когда все 3 батарейки поставлю, тогда опасно. Да нормально, все там охлаждается. Все, друзья, всем привет еще раз. Теперь мы будем смотреть гонки без правил. Кстати, на будущее нам будет поменять телефон на планшет, потому что как только... Ну, тут, короче, проблемы со связью происходят. Так, ладно. Выстраиваться сейчас у нас участники, они находятся вон в той стороне, по центру кадра. Сейчас пока батарейку на полет не будем тратить. Этот процесс достаточно долгий. А может батарейку все-таки поменять, эту поставить на зарядку, она подзарядится, да? И потом новая батарейка будет. Лучше до конца досадить батарейку. Да, ребят, сейчас я батарейку поменяю все-таки на коптере. А, в смысле? До конца досадить? Да, потому что, типа нельзя, да? Да, желательно. Так, ладно, профессионал. Серега говорит, что желательно не заряжать половину севшей батареи. Половину не надо заряжать. Вот, а так, в принципе, очень много зрителей. Вот. Много машин, участников достаточное количество. Единственная, погода немножко... Сейчас, кстати, вон там даже видно, типа, как будто дождь, снег, да? Там, дождь идет. Надеюсь, да, дождь не пойдет у нас здесь. Погода пока летная. В северной части Житая идет дождь. А на Гемине солнечно, да? Плюс 30. Так, что-то двигается, да? Да, все, сейчас уже начнем. Жин-жин, все, ребят, полетели. Давайте, я тоже отсюда еще не вижу, сколько у нас участников. Посмотрим сейчас. Так, сколько машин? Так, 6, 8, 10, 12. 12 автомобилей участвует в заезде. Так, коптеров нету, да, больше? Не забывайте, прямой эфир. Ну, я знаю. А что? Сейчас я гляну. Кстати, да, у нас тут Серега сейчас проверит эфир. Зайди на канал. Ну, кстати, там птичка атаковала в той стороне. Так, чуть посветлее сделаем. Поехали! Да, там 3 машины остались. Оу, оу. Жестко, жестко. Вот это месиво, месиво. Пока пойдем за лидером. За лидерами. И начинается первое столкновение. Вытолкнул. Первые остановки. Первые ретардеры. Как вы видите, у нас сегодня принимают участие не только москвичи. Изначально вообще гонки задумывались как гонки на москвичах без правил. Но вот мы видим сейчас и Королла у нас. И это Юрий Писаревский, 30-й номер. Он едет, кстати говоря, вторым. А лидирует у нас номер 7. Номер 7 Владимир Бутанов. Третьим идет 22-й номер Игорь Кузьмин. Братья Клювакины. 4-е, 5-е место, 33-й номер Даниил Гринько. Ну и 5-й номер Антон Черкасов. Вот примерно так. Ну а мы видим уже у нас 2 гонщика стоят, 3. Уже 3 гонщика стоят. Из 13 вот сейчас вот, на самом деле 7-го номера Владимира Буданова обошел 30-й номер, это Юрий Писаревский. На 47-м автомобиле Олега Димова отсутствует, ну как отсутствует, пробито правое переднее колесо. По всей видимости, это последствия такого столкновения, которое было большое перед левым поворотом.
есть. Не-не-не. В первом же заезде переворот. Я вот, к сожалению, не вижу, кого там развернули. В пыли не видно, но очень опасное место. Выезд буквально с левого поворота. И, в общем-то, в пыли можно и не заметить. Поэтому благовым надо очень активно делать отмашку. Ну а продолжает у нас гонку раз, два, три, 4 автомобиля. 4 автомобиля из 13 стартовавших. Это номер 30-й Писаревский, Юрий номер 7-й Буданов, Владимир. Вот еще я смотрю, тронулся у нас Димов, едет. «25-й номер Анатолий Шевцов, 22-й номер Игорь Кузьмин, 47-й, как я уже сказал, это Молочник, Олег Димов и 33-й номер Гринько Даниил. Номер 2 Дмитрий Клевакин. Ну вот. Собственно говоря, 6 автомобилей. 7. 7-й поехал. Ну что ж, нормально, вот сейчас вот Дима пытается у нас развернуть. 25-й номер это Шевцов. Анатолий. Даниил Гринько у нас сейчас атаковал Димова, но он сам попал под атаку Буданова, Владимир Буданов его сейчас пытается развернуть. Ох! Сейчас такой интересный момент был. Игорь Кузьмин увернулся от Дмитрия Клевакина, от атаки Дмитрия Клевакина. Ну, а Диму Клевакина сейчас затолкал Юрий Писаревский на ретардеры. 22 номер Игорь Кузьмин выезжает с ретардеров, будет продолжать. А я только хотел сказать, и сразу же в бой. Посмотрите, Игорь Кузьмин тут же атакует Буданова Владимира, да, но оба продолжают гонку. А я хотел сказать, и разворачивает сейчас, Буданов не остался в долгу, тут же разворачивает Игоря Кузьмина. Но опять же продолжают гонку оба вроде бы спортсмена. Серьезный удар. Это же просто какой-то Юрий Писаревский сейчас со всего маху просто тупо ударил в борт задний 33-го номера Даниила Гринько. Гринько после этого стоит, не знаю, заведется или нет. Но удар был действительно серьезный. То есть в данном случае, конечно, весом продавил Юрий Писаревский. Таким образом, гонку у нас продолжают 2, 3, 4 автомобиля. А я никак не могу закончить свою мысль по поводу регламента. По регламенту в гонках без правил разрешено все, кроме удара в водительскую дверь, прямого удара специального, намеренного в водительскую дверь. Ну и есть еще один небольшой нюанс. Гонщик, спортсмен, участвующий в гонках без правил, может быть дисквалифицирован за уклонение от борьбы. То есть правилами прямо-таки предписано биться друг друга. 33-й номер Даниил Гринько завелся вроде бы, по крайней мере, сделал движение назад. Ну и вселяет это, конечно же,
надежду на то, что продолжит спортсмен участие в гонке. Анатолий Шевцов обходит сейчас Юрия Писаревского. И поехал 33-й номер. Даниил Гринько продолжает гонку. 5 автомобилей из стартовавших 13. Но сейчас вот продолжается борьба между Будановым и Кузьминым. Буданов так призатолкал немножечко Кузьмина. Сможет ли Кузьмин дальше продолжать гонку или нет? Что я потерял машину. Стал вроде бы нет, завелся нормально. Едет. 5 автомобилей все так же продолжают выживать на этой трассе. Ну да. В первом же заезде переворот. Гонка интересная. Гонка, можно сказать, удалась сразу же с первого заезда. То есть на то, ради чего мы приходим. Я, честно признаться, боялся, что 13 автомобилей не создадут зрелищность, которую мы с вами достойны и которую мы так долго с вами ждали. Но нормально. Трасса небольшая по протяженности, поэтому, в общем-то, достаточно кучно идут у нас спортсмены, гонщики. Сейчас, конечно, автомобили уже поменьше, но, тем не менее, острые моменты все равно должны присутствовать. 4, я вижу, двигать, нет, 5, все-таки 5 автомобилей двигается по трассе. Ну и вот сейчас вот Писаревский подбирается к Анатолию Шевцову. Раскопали уже на первом же заезде, раскопали перед стартом огромную ямину уже. Достаточно спортсмены, наши гонщики. Но в данном случае, конечно, скорость не важна. То есть самое главное выжить на протяжении всех 10 минут. Плюс 2 круга, именно столько длится заезд. Сейчас Кузьмин атакует Гринько Даниила, и между ними в образовавшуюся брешь прошмыгнул Анатолий Шевцов. Но на самом деле сейчас судьи должны обратить внимание на езду Шевцова. То есть не в том плане, что он медленно едет, а в том плане, что уклоняется от борьбы, на мой взгляд, гонщик. Батарея сидите. Угу. Ну что, вроде немного осталось. Battery level is low. The aircraft will go to the home point in 10 seconds. Буквально чуть-чуть совсем остается нашим гонщикам. И активных автомобилей я вижу 3-4. 4 человека продолжает гонять. Ну и вот говорил я, в пыли не видно, кого перевернули, а оказывается единственную девушку, которая принимала у нас, принимает участие в гонках, оказывается, ее и перевернули сейчас. Анна Спирина, именно ее автомобиль лежит на боку. Но ни о каких, конечно же, джентльменских отношениях в гонках без правил идти речь не может. Но у нас уже финиши. Ну и, конечно же, коль скоро ты выехал на трассу в гонках без правил, будь готов к тому, что именно тебя перевернут. Но это произошло, к сожалению, с Анной Спириной. Ничего,
первый выезд и сразу же вот такое вот боевое крещение. Но девушка прошла мимо меня улыбающаяся, довольная, все нормально у нее. Надеюсь на то, что поставят ее автомобиль на колеса и во втором заезде мы ее увидим. Ну что, друзья, 4 финиша. 4 финиша зарегистрировано, 3 заезда, в зачет идет 2 лучше. Делаем. Посмотрим. Батарейка села вообще жестко. Аварийная посадка идет. Не, наоборот, хочешь. Пока технические службы техпомощи и команды наших участников собирают автомобили с трассы, хотелось бы напомнить о том, что организаторы гонок без правил, 10% начало сам открытия первых гонок этого. Так, ну что, первый заезд у нас прошел, завершился. Где-то минут через 30, по-моему, начнется второй. Ну, еще, в общем, выйдем на связь, сейчас будет эвакуация и так далее. За Потом поддержку переворачивать тачку. ИП Картавцева Сергея Николаевича и Так что, если что, следите за эфирами, друзья. центра «Самурай». Sometimes I believe, at times I'm wishing on.